России, да, вот, она у нас прекрасна, и лучшие мастера живут, к счастью, очень долго. Вчера мы вот все, ну не все, но многие поздравляли Алексея Владимировича Барташевича, которому исполнился 81 год, и он совершенно прекрасен. Мы виделись вот осенью в Москве. Вот, Инне Наталье Соловьевой за 90, Инне Павловне Кречетовой недавно исполнилось 90. Все они активно работают, выпускают книги. И, в общем, Владимир Моисеевич Гаевский, да много, Селюнас, вот, прекрасные совершенно люди. Так что, я думаю, если Нияз Рауфович задумает фестиваль старой режиссуры, да, вот, то я заранее записываюсь на лекцию «Старая театральная критика России» и готов ее прочитать. Вообще, почему я считаю возможным поговорить на фестивале режиссуры, молодой режиссуры, о театральной критике. Да? На мой взгляд, это две взаимосвязанные профессии. То есть новое поколение режиссеров приходит с новым поколением критиков на большую театральную арену. Да? Или наоборот, там, режиссеры вслед за критиками, критики все за режиссеры, но в нашем случае, вслед за режиссерами, в нашем случае все-таки, на мой взгляд, вот, критика как-то будирует интерес к новым режиссерским именам. Вы знаете, вот Лев Выгодский, знаменитый исследователь психологии и творчества, определял критика как организатора последствий искусства. То есть вот есть искусство, а есть человек, который как-то организует это и в плане описания, и в плане продвижения. Это критик. И мне кажется, что вот именно молодое поколение критиков, поколение, заявившее о себе очень внятно в 10-е годы нашего века, оно продвинуло целую генерацию режиссеров, которые заняли серьезное положение в театральном процессе, стали уже некими мэтрами или полуметрами, получают награды. Знаете, вот такой вот еще молодой, хотя уже очень известный и, к сожалению, отходящий от профессии критик Алексей Киселев, о котором я буду говорить в ходе этой лекции, он после завершения вот нашей нынешней «Золотой маски», которая длилась 10 месяцев этого марафона, он написал, что коронавирус очистил пространство настолько, что «Золотую маску» получил театр «Пост». Вот. Театр «Пост» — это Дмитрий Волкострелов, как вы понимаете. Это одна, говоря таким расхожим штампом, из икон стиля молодой критики. Вот они много лет его продвигали, писали о нем на наших экспертных советах «Золотой маски». Всегда возникали достаточно горячие споры по поводу спектаклей Волкострелова, потому что, на мой взгляд, он, конечно, замечательный режиссер, один из лидеров поколения, экспериментатор, искатель новых форм, но у него все-таки очень разные работы, то есть не всякий эксперимент становится успехом, да, иногда он оказывается просто пробой, но тем не менее вот именно молодое поколение критиков всегда защищает его яростно. Я помню, у нас был какой-то совет, и мы выставляем оценки просмотренным спектаклям, и там был спектакль Волкострелова «Лекция о нечто». У него была лекция о ничто, а еще была лекция о нечто, вот, который мне лично показался, ну, чем угодно, перформансом, каким-то таким выставочным проектом, но только не спектакль. И как бы, ну, я честно поставил 0, потому что не сказал, что это плохо, но это не относится к нашему бизнесу. А такой